Здравствуйте, дорогие колоночки! Сегодня второй урок по танцу тавшу. Значит, сегодня мы будем проходить руки. А теперь рассмотрим положение рук. Руки очень мягкие и плавные, поднимаются и опускаются без залома. Рука поднимается от плеча, запястье, кисти и пальцы. Поднимается наверх и опускается тоже очень мягко, плавно, опускается вниз. Правая рука, локоть, запястье, кисть, пальцы. Поднимаем наверх и опускаем медленно вниз. Опять рука на уровне, примерно на уровне плеча. Поднимается наверх. Рука может быть правая, может быть и левая, можем идти одновременно две руки и одновременно две опускаем. Правая рука медленно. Можем сопровождать взглядом. И левая. Две руки. Обратите внимание на кисть. Кисть руки должна быть с раскрытыми пальцами, но не растопыренными. Да? Средний и большой палец немножко соединяются, но не надо обязательно соединять их. Кисть должна быть между пальцами, у вас воздух. Вот. И таким образом, видите, поднимается. Она не вычурна ни вниз, ни наверх специально. Должна быть удобная позиция руки и красивая. Как будто вы хотите показать, посмотрите на мои перстни. А теперь добавляем движение ног и движение рук. Одновременно приготовились. Идите за плечами вниз. Следующий этап – это соедините руки. Сначала поднимается 1, 2, 3,
4. И одновременно, когда будет опускаться первая рука, поднимается вторая. Они идут вместе. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, 8. Когда вы поднимаете одну руку, вы обращаете на нее внимание с головой. И когда поднимается другая, поворачивайте голову в другую сторону. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, 8. Грудь вперед, плечи назад, спина прямая. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре, и 5, 6, 7, 8. Руки также поддерживают то же самое движение и поддерживают продвижение ног вправо. Если мы идем вправо, поднимается, соответственно, правая рука. Когда мы идем боковым ходом, бокового хода вы знаете, что нет, мы идем вперед и направо, допустим. Поднимается правая. Если вы идете направо, значит поднимается правая рука. Вторая, вот она не прижата, не очень наверх, она вот где-то посередине. То есть вы идете раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Когда вам нужно идти в левую сторону, вот она, то, что поднялась, эта рука опускается, а это от того положения, где она была, поднимается наверх. Видите? Еще раз. Раз, два, три, четыре, 5. Она медленно-медленно поднимается до, видите, положения как бы диагональ между руки, которая наверху, и той руки, которая внизу. У вас диагональное положение. Когда вы дошли до того места, которое вам нужно, рука поднялась до этого места. Когда вам нужно поворот, эта рука опускается, а вторая в течение хода приподнимается. Видите? И опять у вас диагональное положение. Одна рука наверху и другая внизу. Если вы посмотрите в зеркало, то вы увидите диагональ в вашей позиции рук. Одна сверху, другая внизу. Видите? Корпус должен быть прямой, вытянутый, живот подтянутый, плечи назад, голова тоже очень-очень чуть подтянута. Положение рук примерно на уровне талии, чуть-чуть впереди корпуса. И получается, у нас руки идут, одна разворачиваем корпус с плечами, идет рука вперед, и другая рука идет вперед. И раз одна, и другая. Показываем руку вперед, показываем руку назад. Нашими ногами включается. Попробуем ногу. Плечи, ровно спина прямая. И
у рук с плечами, то есть продолжение зафиксированное, рука на талии, идет тыльной стороной ладони, правая рука раскрыта у нас в сторону, примерно на уровне талии. И когда мы делаем трехдольный вот шаг наш ногами, на последних 3, который идет поднимание пятки, плечо вместе с корпусом, идет акцент наверх. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Такое немножко кокетливое движение. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Когда мы делаем поворот, то рука у нас идет противоположная в сторону, которую мы идем. Если мы идем направо, поднимается левая рука. Видите, как крыло. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Когда вы идете налево, поднимается правая рука. Здесь руки противоположные. Должны вы открывать, как будто бы вот крыло, как у птиц, у лебедя, вот таких вот красивых большекрылых птиц. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два. Вот есть вот это вот положение, которое показывал колокольчик. Вы в ходе, вместе с ходом делаем вот так. Раз, два, три, 4. И раз, два, три, 4. И раз, два, три, 4. Вот руки, видите, как поворачиваются. Понятно? И у вас есть какой-то прогресс уже с первого урока до этого, в ходе, по крайней мере. Так что на сегодня вы должны выучить ход быстрее и понимать, как вы должны поднимать руки, на какой счет. Вы должны их поднимать медленно и плавно. И запомнить, что корпус у вас должен быть очень статный. На сегодня этого материала достаточно. Увидимся на следующем уроке. Всего вам хорошего.